Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Тенге в свободном падении. За сутки национальная валюта Казахстана потеряла 10-ю часть своей стоимости. За год тенге обесценился уже почти на 80%. Но если в России сейчас рубль 70, значит мы до 350 дойдем. Последствия катастрофического землетрясения в Таджикистане. В разрушенные горные кишлаки спустя неделю помощь так и не доехала. Известно, что многие не хотят покидать своих домов, потому что там остается их скот и имущество. 100 человек погибли, сотни ранены. В Сирии неопознанные самолеты совершили очередное военное преступление. Сходил на митинг, сожгли машину. Непростая жизнь гражданских активистов в России. В принципе, убивать они меня пока не хотят, но вот покалечить очень хотят. В Казахстане снова обвал тенге. Это уже третье по счету значительное падение курса национальной валюты с 20 августа. В целом же тенге за год потерял уже почти 70% своей стоимости. У нас на связи наш корреспондент Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте. Какие прогнозы дают эксперты, что говорят политики и как реагируют жители Казахстана на очередной обвал тенге? Здравствуйте, Динара. Казахский тенге потерял в стоимости еще более 10 пунктов и перешагнул отметку в 330 тенге за 1 доллар США. Это самое значительное снижение стоимости национальной валюты с ноября, когда тенге в течение недели стал дешевле более чем на 10%. Обменники отреагировали на резкое падение национальной валюты уже привычным способом. Ограничили продажу долларов и евро. Евро в обменниках, кстати, стоит уже более 360 тенге. Эксперты на протяжении прошлого месяца прогнозировали, что резкое снижение курса тенге должно произойти на фоне удешевления нефти и российского рубля. И только Нацбанк косвенными инструментами ограничивал это падение. По сегодняшней ситуации этих ограничений оказалось недостаточно. Все происходило за счет действий Национального банка, укрепления. Но сейчас все понимают, что нефть уже меньше 37 долларов. Около 37 долларов, меньше 38, и в любом случае это фундаментально скажется на тенге, не сейчас, а потом. И это отложенный так называемый спрос на тенге, то есть и отсюда население уже понимает, что в любом случае будет обесценение, они ориентируются на российский рубль, и поэтому сейчас даже действия Нацбанка не спасают тенге, и поэтому получается, что население все равно меняет последние тенге на доллары, и тем самым вызывая спрос на доллары все равно. С начала года казахстанская валюта потеряла в стоимости более 80% по отношению к доллару США. Естественно, что население республики внимательно следит за быстрой сменой табличек на обменных пунктах. Согласно опубликованному отчету компании Google, в Казахстане поисковая фраза «курс доллара к тенге» возглавила рейтинг запросов населения в 2015 году. Также в текущем году казахстанцев интересовала покупка автомобилей, недвижимости и стоимость авиабилетов и турпутевок. От курса доллара зависит повышение цен и наше благосостояние в общем. Ну, это важно для любого человека. Отношение доллара к тенге, в принципе, и все. Как мало мы получаем зарплату по отношению к тому же доллару. Вот, в общем-то, и... Пенсия, зарплата, увеличивается квартплата. Ну, все же с долларом связано. Конечно, следим. Ну, понимаете, по-моему, наша вся экономика к доллару привязана. И все, что... Мы же не производим практически ширпотреб или еще что-то. Все привозится за границы. За счет этого сейчас цены поднимутся и на ширпотреб, на одежду. Ну и на продукты, наверное, тоже поднимутся. Но если в России сейчас рубль 70, значит мы до 350 дойдем. В любом случае. Казахстанские эксперты говорят о том, что при продолжающемся падении цен на нефть национальная валюта будет дешеветь и дальше. И уже сегодня говорят о котировках в 350-380 тенге за 1 доллар США. Укрепить курс национальной валюты сегодня может только доверие населения, которое было практически полностью утрачено ввиду резких скачков курса. Динара, вам слово. Спасибо, Дмитрий. Вслед за казахстанским тенге опять может обрушиться и кыргызский сом. Эксперты считают, что стоимость доллара будет расти до тех пор, пока в финансовом секторе страны не будут проведены реформы. И 120 сомов за доллар США – это перспектива ближайшего будущего. Наш корреспондент Адилет Бектурсунов побеседовал с независимым экономическим экспертом Искендером Шаршеевым о ситуации в экономике Кыргызстана и ее зависимости от процессов, происходящих в соседнем Казахстане.
Таджикистане опубликованы первые данные по ущербу от сильнейшего землетрясения, которое произошло 7 декабря в районе высокогорного озера Сарес. Напомним, что сила толчков достигала 7,2 баллов. У ученых в первые часы землетрясения были серьезные опасения, что естественная плотина Саресского озера прорвется, что грозило бы гибелью от катастрофического землетрясения 6 миллионам человек и затоплением соседним странам. МЧС Таджикистана удалось добраться до труднодоступных районов Саресского озера. С их слов, на этот раз плотина устояла, но сильно пострадало население близлежащих кишлаков, помощь которым до сих пор не оказана. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Что говорят сотрудники МЧС о ситуации в Горном Бадахшане? Здравствуйте, Динара. Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям страны опубликовал данные по разрушениям и ущербу от землетрясения в Горно-Бадахшанской автономной области, произошедшем на прошлой неделе. По словам экспертов и специалистов, которые сейчас работают в районах, где произошло стихийное бедствие, состояние Саресского озера осталось без изменений, угрозы нету. Единственное, уровень воды в реке Бартан повысился на 5 сантиметров из-за камнепадов. По разрушениям информация более подробная. 158 домов разрушено полностью, 567 частично. Среди них 23 школы, 2 детских сада и 6 медицинских центров. Ситуация в данных районах довольно тяжелая. Температура воздуха опустилась до 22 градусов ниже 0 по Цельсию. И наблюдаются сильные снегопады. Жителям приходится ютиться в нескольких сохранившихся строениях и домах. Дорогу Рушан-Бартанг все еще не очистили от обвалов полностью. И гуманитарную помощь перебрасывают вертолетами. Эти же вертолеты на обратном пути эвакуируют желающих. На данный момент вывезено порядка 500 человек. Это дети и люди преклонного возраста. Их обеспечивают всеми продуктами питания, там и муку, и макароны, и рис, и масло, там все. У нас есть, а также уголь. Уголь их обеспечивают. В каждом кишлаке у нас работают отдельные группы, областные, под руководством ответственных лиц. А в чем нуждаются, они нам передают, и оттуда вертолетом мы их отправляют. Пока в КЧС не называют точное количество людей, оставшихся в зоне бедствия. Известно, что многие не хотят покидать своих домов, потому что там остается их скот и имущество. Подземные толчки продолжаются. Сегодня примерно в том же районе произошел толчок силой 4,7 балла по шкале Рихтера. Начиная с 7 декабря произошло более 20 толчков. Это говорит о том, что сейсмоактивность в этой зоне продолжается. Динара. Спасибо, Анушервон. Судебный процесс над бывшим премьер-министром Казахстана Сериком Ахметовым, по мнению казахстанских и зарубежных экспертов, имеет политический подтекст и является показательным. Напомним, Серика Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в коррупции и подрыве авторитета государственной власти. Судебный процесс начался в минувшем августе и был объявлен открытым. Тогда его еще активно освещали в СМИ. Но затем журналистам стали запрещать приходить на судебные заседания. Эти указания они получали от своих редакторов. Об этом в нашей программе рассказал журналист Сергей Перхальский, который один из немногих, кто до конца освещал этот судебный процесс. На первые судебные заседания журналистов было очень много. То есть приехали наши коллеги и с Алматы, и с Астаны, то есть и сабкоры были, и местные издания были, и телеканал. В общем, все, кто мог. Процесс был открыт. Но парадокс в том, что после 2-3 первых заседаний журналисты перестали ходить на этот процесс. Как потом начали говорить некоторые наши коллеги, им просто редактора запрещали ходить на процесс. Запрет прошел потому, что никому не надо было, чтобы журналисты копались в истинных причинах уголовного дела. Всем нужна была сказка, легенда. Ахметов вор, коррупционер, его надо посадить. Никому не нужна была правда. Серик Ахметов свою вину не признал. В своем заключительном слове он попросил прощения у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за то, что не оправдал доверие. По мнению Аркадия Дубнова, эксперта по Центральноазиатскому региону, дело Ахметова носит личный характер. Дело Ахметова носит очень личный, персональный характер и относится именно к господину Ахметову, волей судеб, оказавшимся в шестеренках схваток между очень влиятельными персонами
на нынешнем Олимпе казахстанской власти. Я думаю, что кому-то он в свое время перешел дорогу. Я согласен с теми, кто утверждает, что он, конечно же, не будет сидеть 10 лет. Я думаю, что его обращение к Назарбаеву не было случайным и было совершенно четко подсказано ему хорошо понятными правилами игры в Казахстане вот в этих самых высоких коридорах власти. Дело Серика Ахметова – дело абсолютно эксклюзивного характера. Человек, на мой взгляд, вел себя достаточно достойно в процессе. Он не взял на себя вину. Он прекрасно понимает, кто стоит за его делом. И пройдет время, я думаю, все узнают это имя. Далее в программе. 100 человек погибли, сотни ранены. В Сирии неопознанные самолеты совершили очередное военное преступление. Аллаху акбар. Сходил на митинг, сожгли машину. Непростая жизнь гражданских активистов в России. В принципе, убивать они меня пока не хотят, но вот покалечить очень хотят. 100 человек стали жертвами авиаудара в пригороде Дамаска, городе Дума. Предположительно, российские ВВС нанесли мощнейшие бомбовые удары по жилым кварталам. Среди погибших опять много детей. Агентство Рейтер со ссылкой на телевидение сирийских повстанцев распространяет кадры этой очередной трагедии. Вы видите, как самолеты заходят на боевой курс над Думой. А вот целые серии бомб, которые падают на этот город. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Специалисты считают, что это именно российские самолеты. Вот что происходит после этих мощнейших ударов в самом городе. Вы видите, как спасатели пытаются доставать из-под завалов людей. Со слов очевидцев, жители города погибали целыми семьями. Помимо 100 погибших, сообщается о сотнях раненых. А в сирийском Хомсе, где на прошлой неделе было объявлено достижение перемирия между повстанцами и правительственными войсками, произошел кровопролитный теракт. Ответственность за него взяли на себя боевики так называемого исламского государства. Заминированный автомобиль взорвался в оживленном месте Хомса, поблизости от входа в больницу одного из городских районов. Подрыв совершил смертник. 16 человек погибли на месте, около 150 получили ранения. Состояние многих остается крайне тяжелым. Напомним, по условиям перемирия всем бойцам, связанным с исламским государством и Аль-Каидой, на прошлой неделе было разрешено выйти из Хомса с оружием и своими семьями. Российские власти заявили, что собираются поддерживать повстанцев из так называемой сирийской свободной армии оружием и финансами в их борьбе с исламистами. Однако, за исключением Хомса, сирийская свободная армия и армия Башара Асада, которую также поддерживают российские ВВС, продолжают сражаться между собой. Вы видите кадры, которые распространяют бойцы сирийской свободной армии как доказательство одной из своих побед над правительственными войсками. Случайный выстрел из противотанкового комплекса привел к уничтожению целой колонны грузовиков армии Асада, перевозивших взрывчатку. А это кадры из Алеппо, также снятые повстанцами, на которых видно, как им удалось подорвать казармы войск сирийского режима. В Черном море произошел очередной российско-турецкий инцидент с применением боевых кораблей. Российская сторона утверждает, что турецкое торговое судно пыталось помешать транспортировке российской нефтегазовой платформы неподалеку от берегов Крыма в нейтральных водах. И только вмешательство пограничных катеров России помогло избежать столкновения судов. А накануне российский военный корабль даже открывал предупредительный огонь по турецкому рыбацкому судну в Средиземном море. Российским военным морякам показалось, что турецкий корабль приблизился на недопустимое расстояние. Конфликт между Россией и Турцией дошел уже до изгнания турецких студентов из российских вузов, за исключением университета Санкт-Петербурга, где ректор наотрез отказался отчислять турецких студентов. Их выгоняют практически повсеместно. Репортаж Екатерины Пономаревой. Вот эти наши комнаты. Давайте посмотрим. Здесь мы живем, учимся,
Это наш сосед, Джейс из Конго. Своему соседу эти турецкие товарищи теперь завидуют. Он-то может спокойно учиться, ходить на баскетбол и студенческие вечеринки, как раньше. С Конго Россия пока в дружественных отношениях. А Юнус с Атешем, может, и зря так упорно учили сложный для них русский язык. Я уже с преподавателями разговаривал об этом, что будет, мы переживаем что-то. Они говорят, ничего страшного, вы продолжаете учиться. На Холодный Урал студенты приехали из Анталии в этом году учиться на инженеров-механиков. Программа в местном вузе интереснее и дешевле, чем на родине. Да и знание языка расширяют горизонты для будущего бизнеса. Турция и Россия очень плотно сотрудничали до 24 ноября этого года. И в сфере образования. Но теперь программа обмена закрыта на неопределенный срок. Почти 50 вузов по всей стране турецких граждан больше не берут. В УрФУ сейчас учатся больше 20 студентов из Турции. И работают 2 преподавателя. Мы пока можем только выражать надежду на то, что когда-нибудь урегулируются межгосударственные отношения Российской Федерации и Турецкой Республики. И не вправе комментировать решение правительства и нашего учредителя Министерства образования и науки. Под образовательные санкции попали и центры по культурному и научному обмену. Ну вот, например, Центр при библиотеке иностранной литературы в Москве официально заявил о закрытии. Свернутые курсы по османскому языку помогать аспирантам и магистрам здесь тоже не могут. Мы переживаем, что если не получается, что будем. Не хотим обратно домой, хотим здесь учиться. В интернете немало историй о том, как на таможне туркам без основания отказывали во въезде в Россию. Поэтому для студентов и практикующих в российских вузах преподавателей сейчас остро стоит вопрос, ехать ли на новогодние каникулы на родину или на неопределенное время остаться невыездными из России. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Удивительная история солидарности граждан в подмосковном Раменском. Люди буквально за несколько дней сбросились и купили местному гражданскому активисту Яну Котелевскому машину взамен 2 недавно сожженных автомобилей. До сих пор достоверно неизвестно, кто поджег машины общественного деятеля. Однако по какому-то удивительному совпадению произошло это после столкновения Котелевского с раменскими коммунальщиками. Жил-был в подмосковном городе Раменское добрый молодец. Звали его Ян, и слыл он гражданским активистом. И было у него 2 железных коня, до тех пор, пока не пришли к нему во двор злодеи с бензином и спичками. Подошли они как раз вот с этой стороны, бегая. Там вообще как будто сверху. Вон камера стоит, видите, наверху. Весь пожар от поджога до тушения запечатлела камера видеонаблюдения. Да и сам Ян догадывался, кому это было нужно. Но полиция особого рвения почему-то не проявляла. В момент тушения пожара пришел полицейский, постоял издалека, все это как бы запечатлел глазами своими, без какой-либо фиксации, опросил и ушел. По какому-то волшебному совпадению, буквально накануне пожара, добрый молодец из Раменского вступил в неравный бой с силами местного жилищно-коммунального хозяйства. На территорию въехали. На главного инженера поставили место. Вы что? И что? Ничего, просто отъехайте. Давай, отходи отсюда. Нет, ты что, охренел, что ли? Уходи. Ты вообще охренел, что ли? Совсем. Руки убери от меня свои! Я пришел просто оплатить квартиру. Когда меня толкнули, да, я немного уже возбужден стал, потому что, реально незаконно заняли общегражданскую собственность, понятно, на каком основании. Случайно снятое видео он выложил в интернет, и запись наделала много шуму. И кажется, этот случай для кого-то стал последней каплей. Ведь Котелевский давно и настойчиво сует свой любопытный нос в коммунальные дела города. Технологии у нас вообще не соблюдаются. Делается, в смете написано 300 КАМАЗов земли. У нас привозят 3 КАМАЗа земли, и то утилизированные, которые со стеклом, с покрышками сбит, и размазывают такие. И мы, говорит, привезли 300 КАМАЗов земли. Котелевский утверждает, что коммунальщикам покровительствует городская администрация, поэтому и правоохранительные органы на нарушения в сфере ЖКХ не реагируют. Мы неоднократно просили, требовали, полицию узнавали, какие здесь работы проводятся. Никто нам ничего не говорил. Заявления подавали, никто работы не останавливал, они так продолжали пилить наши деревья, это задним числом оформлять спил деревьев, уголовная статья, между прочим. И до сих пор полиция, про которую тоже ничего не сделали. После того ночного пожара Котелевский недолго оставался пешеходом. В благодарность за его видеоразоблачение интернет-сообщество скинулось и купило ему вот эту машину. Люди прям реально, я в шоке был. Особенно друзья все там сразу кинули видео, давайте поможем. У меня слов нет. Теперь, чувствуя такую поддержку, он обещает и дальше разоблачать нерадивых коммунальщиков и чиновников, несмотря на поступающие угрозы. Последнее сообщение, предупреждение мне пришло, что, в принципе, убивать они меня пока не хотят, но покалечить очень хотят, если я не успокоюсь дальше.
Он и не собирается успокаиваться и говорит, что не боится физической расправы, потому что верит, что сказка возможна и в его родном Раменском, и что добро обязательно победит зло. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Казахстанский штангист, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира Илья Ильин одержал новую победу на Кубке президента России в Грозном. Своих болельщиков он порадовал не только первым местом, но и 2 мировыми рекордами. Первый был установлен в рывке 191 килограмм и в толчке 246 килограммов. И второй по сумме 2 упражнений 437 килограммов. Илья Ильин – единственный тяжелоатлет в мире, которому удалось стать чемпионом мира в 3 разных весовых категориях. За всю свою спортивную карьеру он не проиграл ни одного международного соревнования. Казахстанский спортсмен посвятил новую победу Дню независимости Казахстана. Народ Казахстана, посвящаю свою победу Дню независимости Республики Казахстан. Аллах Казахстан! Аллах Казахстан! Аллах Казахстан! Второе место занял также казахстанский тяжелоатлет Александр Зайчиков. Во время награждения победителей произошел казус. Организаторы включили старый гимн Казахстана. Ильин не растерялся и попросил исправить ошибку. Государственные флаги Республики Казахстан и Российской Федерации, но гимн звучал не тот. Пожалуйста, включите гимн Казахстана. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго!